как он вошли. Калкулятор. Пошли. Да тоже. Сейчас будем кормить. Сейчас у нас утка будем кормить. Давай, Марьям, иди сюда. Марьям. Я на этой территории Ингушетии, я живу почти 15 лет. 15 лет. Конечно, первый раз, когда пришел, здесь поле были. Землю хозяина, который я работал, я у него эту землю покупал. Потихоньку, 5 лет уже строю. Вот это план, это мой план, который первый начался. Так. Короче, план меняется. Первый вот это строил, потом туда и строил. И до сих пор вот строимся. Конечно, утром я стою рано и ухаживаю на садик, на все это я сам делаю. Все. И любительный, просто любительный. Пока у нас стройки, непорядки. Просто когда стройка закончится, порядки вводим, здесь нормально. Вот там клубника, и здесь другой трава были, просто утки все ели, ничего не осталось. Эта трава здесь нету, это гадина называется, это Афганистан растут, оттуда я перенес. А в этом году еще новые буду сажать это. Вот здесь помещение, да. А вот здесь все клубники здесь. Семья у меня 3 детей и жена. И брат здесь живет, своя семья. Вот это мальчик, мой племянник. Да, вот, здесь тоже живет с нами. Я родился в Афганистане, город Газни, наше село Тамаки, я там родился. Я переехал в 97 году в Россию. 3 года в Москве я работал, лужники я работал. Тогда игрушка торговал на рынке лужники. Когда лужники закрылись, я приехал в Пятигорск. В Пятигорске я работал до 2006 году. В 2006 году именно на Мархаш, это друг был, Рашид. Он меня пригласил, говорит, пойдем на Мархаш, у нас гости. Меня гости пригласили, ингушиты. Именно на 3 дня, который Рамазан, мы с ним в гости ходили. Первый раз на жизни, вот я с ним в гости был, ингушиты. 3 дня нас приняли все хорошо, вы сами знаете, как в любой дом встречают хорошо, и гости приняли. И вот большой подарок, пакет подарок я собрал на эти 3 дня. Конечно, это 3 дня на меня самые лучшие жизни были, которые я приехал в Ингушетию. И это 3 дня меня запоминал на мое детство. Когда я маленький был, у нас тоже, когда Рамазан был, я с папой ходил, когда я маленький был, мы тоже ходили с своими друзьями, родственниками, вот это в Афганистане, когда я был. А вот после сколько лет, 14-15 лет, первый раз вот это здесь я увидел такие счастья. Поэтому, честно сказать, я вот решил это, приехать в Ингушетию, потому что народ Ингушетии гостеприимности и добродушные, вы сами знаете, сами люди встречают постоянно нормально гости. Поэтому решил переехать в Ингушетию. Вот эта машина. Вот эта машина хорошая, посмотрел, да, крепкий, да. Давай 2 возьми. Хорошо, давай возьми. Мальчик. Спасибо. Спасибо большое. Удачи вам, давай. Давай, Заходи. Спасибо большое. Да, возьми. А вот это рабочее место у меня. Я работаю с 9 утром открою, до 7 вечером я бываю. Постоянно я здесь бываю, работаю. Вот на мою игрушку, на все сены есть. Удобно у клиента, который не каждый видит свое сено и собирает. А вот это мое касса, вот самокаты есть, шарики есть. Есть здесь еще есть, вот у меня есть специально
дети, которые сиротам, и скидка будет. У нас бумага написана, которые люди не надо стесняться. Я работаю здесь, на этом магазине, с 2009 году работаю. 12 лет на этом магазине я работаю. А с утра иду, до вечера я вот начинаю работать. Бывает из детского дома у нас клиенты бывают, мы отдаем им цены, низкие цены. И сиротам детьми мы отдаем всегда низкие цены, мы отдаем этого. Потому что у нас есть такие возможности, которые никто без обиды не идут. Все радуются, когда в наш магазин уходит, все радуются. Конечно, работа трудно, и каждый день надо работать, без перерыва, без этого, постоянно надо на работе быть. Потому что у нас такие, которые с 9 открываешь, до 7 надо работать. Спасибо большое, заходите. А вот это накладной надо писать, как хорошо. Вот там надо процент, хотя 20% надо добавлять на это накладное от своей цены. Она, моя жена, она работает все компьютеры, системы, которые вот этого магазина, она это занимается компьютером. Накладной и всякий товар, который есть, она, и компьютер, все их работа. У меня детство, сам честно, у нас детства не было. Когда я маленький был, у нас постоянно там война были, бомбили, вот такой вещь были. У меня в детстве вот это обручки были, вот это и это, за них и били, вот это за них бегали. Вот это в детстве мое были. Вот единственная игрушка, которую я помню, вот обручки у нас в детстве не были, остальные не были. Это мои браты, да, родной брат, самый младший, а это невеста, двое детей. Вот Мустафа в школу перешел в Ингушке. Вот Муслимом, вот это мой племянник, это наша семья. В этом доме два семьями живем. Этой стороной мой брат живет, а той стороной я. Вот этой стороной на второй этаж пока никто не живет, там пустой пока. Вот заходите, пожалуйста. А вот это детский, который играет там, комната, не дети. Есть батут, который дети, домик есть, и качели. А вот это, вот они. Вот здесь два это есть. Детские спальни есть. Девушка и мальчик. Детские спальни, два спальника. Вот это мой папа, а вот это моя мама, это племянник. Это старший мой брат. Старший мой брат, это в Афганистане находится мой брат. Это я, вот это три сестра моя, они в Пакистане сейчас живут, своя семья. Вот это я, который магазин дерева, когда посадили в прошлом году. А это грамота из глава президента Ингушетии получил. А это я, вот она, жена моя на магазине были, вот где 25 лет магазин были, меня праздник были. Вот это залы гостиницы, вот это залы у нас. Вот как обычно, как мы любим тоже, как Ингуши. Я здесь довольный, я рад попал на Ингушетию. Я это честно рад, потому что здесь сейчас не только один друг у меня. Здесь сейчас у меня 100 миллионов друг есть. Когда в больнице иду, обязательно я встречаю кого-нибудь своего друга, который я игрушка продаю, предприниматели. На каждого дома Ингушетии у меня есть моя игрушка, есть на каждого. У каждого ребенка меня знает. Каждый ребенок, родители, все меня знают. Хоть в любое место сейчас иду, все меня говорят, Давуд. Даже когда-нибудь на автобусе я еду, куда-нибудь, они меня кричат, Давуд, я за тебя заплатил. Даже этого человека я не знаю, говорит, я за тебя заплатил. Это радостно, понимаешь, это радостно. Я еще раз благодарю этого народа, который вот все радостные, которые у меня есть, из этого народа есть, из этих людьми есть. Потому что
всегда у меня дети из школы учатся, все относятся с моими детьми, хорошо относятся с моими детьми. Мы не чувствуем себя чужой, понимаешь? Вот когда человек не чувствует чужой, значит свой, понимаешь, свой, мы чувствуем как свой. Вот поэтому и здесь радостные на нас есть такие. А сейчас 4-ю школу закрыли, и моя дочка плачет, говорит, я хочу 4-ю школу. Я говорю, вот наша рядом школа открыли, 22-я школа, да? Она говорит, у меня друзья есть, у меня подруга есть, у меня учителя есть, я не могу их не оставить и переехать в другой школе. Просто не каждый человек привыкнет, понимаешь? Ну, школьная жизнь. Обычно я иду в школу, сразу же здороваюсь с друзьями, идем на уроки, все как бы позитивно у нас проходят все дни. Ну, ингуши различаются от других народов тем, что когда свадьба, то есть жених не видит тещу и тестя до конца своей жизни. Пользуясь моментом, я хочу поздравить Республику Ингушетию с 30-летием. Сундук есть Залгайч, и я рад, что я живу здесь и провожу свое время тут. А вот это наша кухня. Заходите, пожалуйста. Это кухня. А вот это рыса, конечно, тут мясо я приготовила, и еще тут вода, просто это надо кипяток, потом надо плов приготовила, афганский плов, конечно, там еще это бывает морковка, и еще, как называется, изюм вместе. Я пожарила с масла, потом вместе приготовила. И еще вот это салат приготовила, конечно, сегодня. Вот это наши блюдечки. И еще это наши булочки. Афганские булочки, да. Афганские булочки, да. И еще это афганские фирны, конечно, там молоко есть, сахар. Это как каша идет? Как каша, да. И еще там сахар, молоко, мука, как мука, да, вместе перемешаем. Потом, да, и Сладкая тоже каша. сладкий, да, и сладкий каша, да. И орех наверху добавляем чуть-чуть. Да. Вот она сейчас начинает уже плов готовить. Здравствуйте. Помочь вам чем-нибудь? Помочь? Меня пригласил Дауд на ифтар с мамой. Вот мы пришли. Они наши соседи, бывшие. И до сих пор мы дружим с этой семьей, потому что очень порядочная, очень хорошая семья. А ты часто приходила к ним в гости? Да. Пробовала их кухню? Да. Особенно плов, он просто изумительный. И ради этого я сегодня тоже пришла. Впечатление замечательное, потому что я сегодня впервые в новом доме, как говорится. У них, можно сказать, новоселье, да, Дауд? Вот, поэтому дом замечательный, чтобы только в этот дом заходил баракат. Мое детство не было в Афганистане. Я сильно люблю Афганистан, честно сказать, потому что Афганистан на меня первый в жизни мою, потому что там мои корни, там, понимаешь, мой папа там похоронен, мой дедушка. А родители у меня, папа, когда я маленький был, умер, Аллах простит, мой папа. Мама у меня в Пакистане живет. Там доме, который я родился там в Афганистане, и старший брат мой там живет сейчас. А вот большая семья? У нас, да, у нас большая семья. У меня 6 братьев и 3 сестры у меня. 3 сестры, у меня семья большая. У меня племянник, из моего папы, который будем считать, почти 60 человек только из моего папы. Я не говорю еще дяди свое, понимаешь? У нас есть, вот, у нас большая семья, очень большая семья. Это тоже наш спортсмен, это Нематулла. Вот посмотрите, он везде выиграет, он никогда не проиграет. Даже мы грузные были, везде он выиграет только. Не научили поиграть. Вот это наш бизнесмен тоже, брат.
Спорта по самбо, по боевому самбо. Также выигрывал чемпионаты СКФУ, вот, по ММА, по грэпплингу. И уже давно занимаюсь ММА, уже 7 лет занимаюсь. В Пятигорске живу, здесь в Ингушетии, к тете в гости часто бывает приезжаю. В спорте 7 лет уже ММА занимаюсь у Насыра Шемехова в Пятигорске. Вот. Здесь в Ингушетии к тете в гости приезжаю. Еще, я достиг там определенного результата, но я еще хочу все больше и больше. И скоро, иншаллах, уже в профессионалы перейду, там уже, профессионально начну уже выступать. Так пока по любителям у меня, наверное, уже 50 боев, там уже вот так вот. Много наград, там, много, соревнований выиграл. Проигрыши, конечно, были. Без проигрыша побед не бывает. Карьеру сделал хорошую уже, потом. По-любому здесь в Ингушетии надо построить какой-нибудь дворец спорта, по ММА именно, чтобы тренировать хорошо. Сегодня вот приехали я, мой старший брат и с мамой на ифтар к тете в Ингушетию. Вот эти семейные встречи надо почаще делать, чтобы все семьей за столом сидели, и тем более в такой месяц священный Рамадан, на ифтар, чтобы все вместе сидели с семьей. Я на жизни такой человек, понимаешь, такой человек, который, сколько я помню, я когда за Афганистан уехал в свой дом, когда уехал, моя мама, честное слово, сказала: Дауд, когда ты уедешь в Иран, даже в наш дом соль не были, на соль деньги у нас не осталось, которые пойти в магазин соль покупать, понимаешь? Последние свои копейки, которые у нас дома были, это я забрал и уехал там. Иране, понимаешь, на заработке. А тот день, который я помню, не только моя семья отлично живет, а тот день, который я ушел, покинул этот дом, а сейчас у меня в данное время на Кабуле есть дом. Я строил дом на Кабуле, у меня есть. В Пятигорске у меня есть квартира. У меня в Пакистане есть 2 дома, понимаешь, 2 дома, которые мои родители там живут у себя. Там даже нам не нуждается, там магазин, если от магазина они зарабатывают, они аренда дают, это хлеб хватает достаточно, понимаешь. А у меня сестра в Пакистане, которая живет, я сестра одному дома дала, вот сестра, вот твой дом, сдавай кому хочешь, это деньги получаешь и зарабатывай, живи как хотите, понимаешь. Вот она вот это живет. Другой дом, который 3 магазина строит, 1 магазин старшая сестра своя дал, она это аренду берет. 2 магазина, и моя мама берет, они кушают, они довольны, понимаешь? Это ашак, как варенье, из зелени. Там шпинат, кинза, лук. Вот все там еще лук пожарить надо там. А ингушское что-нибудь умеете готовить? Да. Конечно, что умеете? Ингушки, галушки, манки, не знаю, что там. Мясо сварить, да, соус сделать? Да, сейчас готовим для ифтар, оставим, когда мулла азан делит, потом начинаем кушать. Ингушетию любим, и народ любим, и Людмира любим, люди нас любят, уважают вот на этом республике. Вот в этом республике уже конкретно уже решили остаться навсегда. Потому что первый у нас, вот когда я в Афганистан был, с детства никогда человек привыкает на что-то, да? А когда я в Афганистане мы были, у нас раньше микрофона не было, у нас моя дядя был, у них дом, что-то выше были, он каждый день это азан он читал. И утром, и вечером, и азан читал. Мы на их азан намаз сделали, всегда намаз, роза, вот это всегда. И ждали своей дяди. Пусть Аллах простит, моя дядя, сейчас его нету. А вот это азан до сих пор я чувствую. А именно это азан меня радуется Ингушетии, который вот обеды дом азан есть, вечером азан есть. Вот сейчас видишь, мы стол откроем, ифтар мы делаем всякие, да?
спасибо большое, которые вы к нам в гости приехали. Спасибо тебе, и спасибо Мадине, спасибо всем. Спасибо Али, Ляза, Атикула, все из Пятигорска, Фатима, мама. Спасибо всем, которые приехали к нам в гости. Спасибо. Спасибо вам тоже за Пожалуйста. гостеприимство, Спасибо. за вкусный ифтар. Это не первый наш визит к Дауду, к его семье. Я уже, кажется, каждого уже знаю не только поименно, но и каждый чем занят, какие у них интересы, каким спортом занимается молодежь. Самое главное, самое важное в семье – это отец семейства. Начинали мы с Даудом вместе. Дауд – это настолько был скромный человек. Первое время, когда мы создавали эту афганскую общину в Ингушетии, настолько он был скромный, я думала, боже мой, как я с ним буду работать? Он же рот не открывает, два слова не скажет. Оказывается, человек настолько был скромен, просто-напросто. Все таланты в нем жили и спали вроде временно. Когда он уже раскрепостился, увидел отношение Ингушетии к себе, увидел отношение народа к себе, как уже увидел совместно мероприятия, когда мы проводили, встречались с разными национальностями, когда мы собирались за круглым столом. Вот тут он уже как бы стал более смелым. И сегодня сам пошучивает и говорит, раньше я боялся камеры, говорит, а теперь мне хочется подойти к этой камере и все, что меня радует, и вот об этом рассказать. Это говорит о том, что уже человек встал на ноги. Но то, что он встал на ноги, мы видим сегодня. Красивое изобилие, то, что красивая большая семья, прекрасные невесты, снохи, жена, детишки, дом очень красивый. Но самое главное, что Дауд сумел сохранить вот на чужбине, скажем так, культуру даже внутри дома. А я на этом республике, я первый, когда это мой друг, который меня пригласил, который я приехал в Ингушетию, а с тот день я любил эту республику. Я люблю эту республику, я люблю этого народа, я уважаю этого народа, потому что вот всегда постоянно нас вызывают, в телевидении нас вызывают, медаль нам отдавали, медаль я получил, и грамота я получил с глава этой республики. Я всегда нас приглашают, у нас и спрашивают, как вы живете, и никто вас не обидит. Всегда у нас такие вопросы государство нам отдает, понимаешь? А я, конечно, я рад за это, который я живу на этом республике.